ходе предвыборной кампании необходимость реформирования Конституции озвучивалась новой командой не раз. И вот состоялось первое рабочее совещание, посвященное образованию комиссии по реформам. В нее будут привлечены специалисты в области конституционного права и представители политических партий. Рауль Хаджиба обозначил 3 направления, по которым будут проходить реформы. Это перераспределение полномочий между 2 ветвями власти, изменение принципа формирования народного собрания и переход либо к смешанной, либо пропорциональной избирательной системам. И 3 направление – реформа местных органов власти для придания им больше самостоятельности. Впрочем, о деталях реформ не говорилось. Речь шла об эффективности работы новой комиссии, о том, что нужно поработать качественно и уложиться в срок, а именно к весне следующего года. Долгое время муссируется в нашем обществе, касающиеся конституционной реформы, думаю, требует неотлагательных действий. На заседании также речь шла о повышении роли политических партий, о том, что в ходе реформы основного закона страны не должно произойти дестабилизации политической системы. Наши партии не совершенны, но иного другого тоже не дано, кроме того, как совершенствовать политическую систему. А совершенствовать эту систему без существования институтов, таких как политические партии, оно невозможно. Когда мы говорим о перераспределении полномочий, мы прежде всего должны иметь в виду контролирующие функции парламента, наверное, участие, в частности, парламента в формировании государственных программ развития, возможно, влияние на формирование кадрового состава правительства. Ну, я думаю, в ходе нашей работы мы, естественно, должны прогнозировать и моделировать возможные последствия тех или иных шагов. Для начала нужно выработать концепцию конституционной реформы, понять, что будет полезно для государства, а потом сосредоточиться на конкретных предложениях, отмечалось на совещании. С одной стороны, ныне действующая конституция, она неплоха, но мы должны двигаться вперед. И поэтому говорить то, что у нас было 20 лет тому назад, будет сохраняться и сегодня, и на перспективу, конечно же, нельзя. Необходимо определить эту концепцию. И, конечно же, та группа рабочая, которая будет создаваться в рамках Конституционной комиссии, она должна нарабатывать материал. Депутат Народного собрания Валерий Агарба сообщил, что в парламенте ведется работа над системой избирательного законодательства. Он также напомнил, что выборы в местные органы власти перенесены на год. Времени, чтобы провести их по новому законодательству, совсем немного. К 2016 году в местном собрании, к 2017 году к выборам в Народное собрание подойдем с старой системой. Если мы до этого времени не изменим эти наши возможности, да, конституционные там изменит, мы опять заморозим эти процессы до 2020-2022 года. Поэтому здесь самое главное, конечно, имеет значение, как быстро мы подойдем к рассмотрению уже конституционных поправок. В составе комиссии будет ежедневно работать группа специалистов из 5-7 человек, которая будет генерировать конкретные предложения для вынесения их на обсуждение комиссии. Президент призвал членов комиссии подойти к работе с большой ответственностью. Мы действительно хотим этих реформ, но реформы не должны просто быть реформами ради реформ, которые приведут к тому, что мы потеряем то, что было сделано за все эти последние годы, послевоенный период. Чтобы не получилось так. Хотели лучшее, получилось как всегда. Зачастую у нас за последние годы те комиссии, которые работали, к сожалению, я еще раз говорю, не реализовали того, что хотелось бы сделать, дабы укрепить саму власть, само государство. Первое заседание комиссии показало разность мнений по реформированию Конституции. Чтобы выйти к общему знаменателю, понадобится провести не одно заседание. Елена Лолуа, Сейта Гуха, Копкущан, Абхазское телевидение.